Говядина, здесь свинина, вон там тоже всякие тушки, вон мясо там есть. Вот здесь еще есть мясо. Это запас еды для животных. Здесь больше 800 килограммов мяса. В передвижном зоопарке в основном хищники. Тигры, леопарды, рыси. Кормим 2 раза в день, говорит хозяин Владимир Айвазян. Посмотрите, животные в каком состоянии, мясо сколько, вам все есть. Накануне в соцсетях появилась новость о том, что животные ютятся в маленьких клетках и в антисанитарных условиях и голодают. Сегодня эту информацию Владимир Айвазян опроверг. Уже 45 лет он гастролирует по России. Последние 5 живет в Татарстане. В поселок Карабаш приехали месяц назад. До этого работали в Лениногорске. Из-за пандемии упала выручка и пришлось на время закрыться для посетителей, рассказывает он. У нас деньги было, все есть. Есть очень хорошие люди. Нам очень много помогали. По следам сообщений в сетях сюда приезжали представители районной прокуратуры и ветеринарной службы. Проверили документы и условия содержания животных. Ветеринары нарушений не нашли. По результатам рейда одно хочу сказать, что животные упитанные средней упитанности, высокой упитанности животные. Санитарное состояние удовлетворительное. И кормовая база у них все-таки хорошая. Внешних никаких признаков болезненности или угнетенного состояния животных мы не видели. Проверка прокуратуры продолжается. Здесь сейчас намерены выяснить, соответствуют ли нормативам размеры вольеров, расстояние до посетителей, не нарушается ли закон об ответственном обращении с животными. Осмотрели вообще, как осуществляется деятельность этого зоопарка, осмотрели зверей, проверили те документы, которые имелись у них на месте. По результатам исследования всех этих документов будут решаться вопросы. Есть нарушения, нет нарушений, и какие будем уже решать вопросы о применении актов прокурорского реагирования. Владимир Айвазян называет новость в соцсетях фейком. Такое уже было не один раз. В прошлом году, когда зоопарк находился в Альметьевском районе, был опубликован похожий пост. Позже надзорные органы не нашли оснований для привлечения к ответственности владельца. Еще об одной истории с содержанием животных мы рассказывали в прошлом году. В Набережных Челнах жители города выложили в интернет видео хромающего волка, голодных верблюдов и останки животных. Это был зоопарк конноспортивной школы «Тулпар». В итоге в августе Госкомитет по биоресурсам даже потребовал изъять животных. Мэр Челнов поручил создать все условия для содержания питомцев. Много случаев и в России. Хозяева неоднократно исчезали, бросив на произвол животных. Волонтеры просят прекратить деятельность таких зверинцев на колесах. В прошлом году вступил новый закон об ответственном обращении с животными. Теперь под запретом контактные зоопарки. Сейчас депутаты Госдумы предлагают принять новый закон, запрещающий передвижные зоопарки и дельфинарии. Если требования ужесточат, Владимиру Айвазяну придется закрыть свой зверинец. Бизнес стал нерентабельным уже в прошлом году. Он размещал объявления о продаже животных, но покупателей пока не нашлось. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.